Среди книг и письменных столов кипит работа, причем не только умственная, прежде всего физическая. Юные школьники учатся закручивать гайки, чинить смесители и устанавливать трубы. Вместо художественной литературы перед ними инструкции по сантехнической работе. Разобраться в них ребятам помогают лучшие мастера республики. Сегодня они делятся профессиональным опытом с молодым поколением и даже дают попрактиковаться. Всегда хотел научиться наукам сантехника, потому что знаю, что пригодится в будущем. Всероссийское первенство среди сантехников проходит уже 6-й раз. Республика Коми принимает в нем участие впервые. Всего 47 команд из разных городов страны. В каждой по 2 участника. Коми-дуэт представлен работниками Эжвинского жилкомхоза Евгением Самусеевым и Сергеем Воробьевым. Оба в профессии более 10 лет. К конкурсу подходят со всей ответственностью. Каждый день совершенствуют профессиональные навыки. Времени теряют и сейчас. Вместе со школьниками повторяют названия инструментов. В основном, как упражняться мы, то есть, соответственно, в интернете смотрим материалы, новейшее оборудование, что можно уже применяется в магазинах. Смотрим, что поступает, и, соответственно, узнаем уже больше с интернета. Чемпионат разделен на 3 этапа. Первые 2 проходят дома. В ходе заочной работы участники знакомят граждан с особенностями сантехнической работы. Сегодня азы профессии постигают школьники. На очереди граждане социальной защиты. Для них в форме благотворительности конкурсанты проведут настоящие ремонтные работы. По мнению общественников, такая деятельность позволит повысить интерес к профессии сантехника. Это такая профессия, о которой всегда говорят очень мало. И такая профессия, о которой сложился миф еще советских времен на примере того сантехника из знаменитого фильма «Афоня». И каждый раз мы пытаемся этот миф развеять, потому что сантехники сейчас очень востребованная профессия, очень нужная, как в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве и в частных фирмах, потому что такой прогресс технический, такая эволюция сантехнического дела, что не говорить об этой профессии нельзя. Мастер-класс от сыктывкарских работников продолжается. Сегодня среди гостей только мальчики. Однако давать основы сантехнической работы можно и девочкам, потому что в профессию сантехник нередко идут представительницы слабого пола. Кстати, в 2014 году в чемпионате участвовало сразу 2 девушки. Тогда заданиями они справлялись не хуже мужчин. Украсят ли женщины конкурс в этом году, узнаем только в финале. Финал чемпионата состоится в Челябинске в апреле следующего года. Решать, кто в него попадет, будут зрители. Открытое голосование за лучших участников начнется в феврале на сайте www.день-сантехника.рф. Евгения Кладкевич, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.